Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТУА-24, в студии Татьяна Рамазанова. И сегодня гость впервые на телеканале ТУА-24. Мы очень рады. Дина Ивановна Аюн, сенатор Российской Федерации. Здравствуйте, Дина Ивановна. Здравствуйте. Рада видеть вас. Я тоже. Вопрос, который нам, в принципе, задают наши телезрители. В чем заключается работа сенатора? И некоторые даже путают депутата Государственной Думы и сенатора. Во-первых, мне действительно очень приятно здесь оказаться у коллег. У коллег. Да, у телевизионщиков. Что касается вот действительно этой путаницы в головах, депутат Госдумы и сенатор, мы понимаем, что есть парламент Российской Федерации, есть три ветви власти. Законодательная, она представлена Федеральным собранием, двухпалатным парламентом России. Есть исполнительная власть правительства и есть судебная власть. И высшее должностное лицо – это президент Российской Федерации. Так вот, наш парламент, он двухпалатный. Нижняя палата – это Государственная Дума. Это депутаты, которые избираются по мандатным округам и мажоритарно по спискам партийным. И сейчас как раз идет выборная кампания. И есть верхняя палата, которая называется Совет Федерации, там сенаторы. Вот, в отличие от Госдумы, у которых есть конкретный там, созыв, срок полномочий, и вот сейчас уходит очередной созыв, и будет набор следующий, идет активная выборная кампания. У Совета Федерации он такой нон-стоп орган постоянный, потому что в нем члены Совета Федерации меняются последовательно от каждого региона. То есть у нас 170 членов Совета Федерации, сенаторов, которые представляют по 2 человека каждый регион, 85 регионов. Один представляет от региона законодательную власть, другой исполнительную. И полномочия вот, сенатора, они зависят как раз от срока полномочий вот этого органа, который тебя делегировал. То есть я представляю Верховный Хурал, мы избирались в 2019 году, и вот 24-й год получается. Дина Ивановна, получается, те законы, те разработки, которые принимает, рассматривает Верховный Хурал Республики Тыва, это и ваша задача – продвигать, лоббировать или, я не так понимаю? Нет, все правильно. То есть Федеральное собрание занимается законотворчеством, но Государственная Дума, она более вовлечена. Это вот именно такой орган, в недрах которого и прорабатываются законопроекты, законодательные инициативы Верховного Хурала. Члены Совета Федерации тоже могут включаться на уровне проработки законопроекта, там, чтение, которое проходит в Государственной Думе. И задача членов Совета Федерации – это утверждение, одобрение законопроектов, которые уже прошли вот эту свою последовательность на площадке Государственной Думы. После одобрения Советом Федерации закон подписывается президентом и вступает в силу. Но, наверное, самая главная функция Совета Федерации, и ее обязательно подчеркивает Валентина Ивановна, председатель Совета Федерации, это все-таки представлять регионы. Она говорит, мы палата регионов. И если в Госдуме там какие-то там политические течения, потому что там есть очень серьезная фракционная работа, то в Совете Федерации деления на фракции никакого нет. Мы партия регионов, говорит Валентина Ивановна Матвиенко. И действительно задача, как вы правильно сказали, продвигать законодательные инициативы, которые рождаются в недрах нашего парламента регионального, ну и в том числе помогать исполнительной власти решать те оперативные текущие вопросы, которые возникают в жизни республики. А для этого у нас есть тоже очень много таких интересных механизмов, про которые мы с моим коллегой Анатолием Широковым, когда были в июне. В июле? Да. Или в июне? В июне. С мониторингом реализации индивидуальной программы как раз рассказывали. То есть у нас в Совете Федерации есть дни субъектов Российской Федерации. Ну и, соответственно, у нас есть возможность выездов в регионы и тоже формирование своих каких-то пунктов, рекомендаций, которые могут войти в повестку правительства Российской Федерации. По итогам каждого дня субъектов Российской Федерации составляется постановление Совета Федерации, куда входят самые ключевые проблемы. Мне просто было очень интересно, потому что перед тем, как Совет Федерации ушел на каникулы, крайними были дни Алтая, Республики Алтай, нашего непосредственного соседа. И получилось, что у нас практически вот очень серьезно перекликаются наши проблемы. Это тоже вот эти инфраструктурные вопросы энергетики, дорог, мостов. Они страдают точно так же от разрыва финансирования объектов образования. То есть, когда строится школа, сама методика выделения денег такова, что полностью на школу их не хватит.
Субъекты, которые имеют ну, такой достаточно хорошо обеспеченный бюджет, они просто из регионального бюджета добавляют и строят свою школу. А мы и Алтай вот очень страдаем. А рождаемость у нас, как вы знаете, очень хорошая. Дина Ивановна, а вот по итогам вашей сенаторской поездки в Республику Тыва, когда вы вместе с Анатолием Широковым смотрели исполнение программы ИПСР, ведь кроме ИПСР вы побывали и на других объектах, которые не включены в эту программу. Какие-то уже решения приняты или, может быть, на стадии решения? По итогам вот того визита, потому что это был мониторинг Советом Федерации всех 10 регионов, 10. по которым приняты индивидуальные программы, есть решение Комитета по экономике, который главный такой штаб по мониторингу вот этих программ. И он, по-моему, это решение около 20 вопросов, да, вынесено. То есть там как раз обращалось главное внимание, и мы в голос все 10 регионов, у нас, в принципе, сейчас уже хор из 10, ансамбль. То есть для всех самое важное, то есть ведь задача этих индивидуальных программ была подтянуть регионы, у которых немного другие стартовые позиции, до уровня других, чтобы потом уже, потому что методики-то единые сейчас действуют, да, по всем там, федеральным программам, как вот я только что сказала про образование. А при этом у нас, вот как нам решать строительство тех же, да, объектов, там, детских садов, школ, когда у нас нет инженерной инфраструктуры, когда у нас вопросы с дорогами, когда у нас школы практически многие в селах построены методом народной стройки, что тоже в других вот регионах точно так же. И у нас у всех практически из этой десятки, ну, правда, есть там 3 исключения, очень хорошая рождаемость. То есть мы регионы, которые, в принципе, работаем на воспроизводство, да, на Россию, но при этом из-за вот этого социального такого, назовем, обременения, потому что нам нужно социальную инфраструктуру создавать, все равно у нас такая ситуация немножко сложноватая. Поэтому вот это постановление, которое Комитет по экономике принял, там вот эти все вопросы по авиаперевозкам, по дорогам, по мостам, то есть все, что мы поднимали в адрес правительства, этот документ направлен для того, чтобы вот этой десятке было особое внимание. А так как я в нашем комитете по бюджету курирую социальные фонды, в том числе и медицинского страхования, там сейчас у нас на рассмотрении важный вопрос все-таки, и я в этот приезд нынешним летом смотрела, что наше здравоохранение в селах, во-первых, не укомплектовано. У нас есть очень серьезный кадровый дефицит, несмотря на то, что заработали программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», и у нас направляются молодые специалисты, но они все равно на чемоданах сидят и ждут, когда эти 5 лет закончатся, и быстренько оттуда уехать. Хоть обратно. Обратно, да. Для них... Поэтому нужно создавать здесь условия. Надо создавать в каждом селе конкретные условия, чтобы они оставались. И нужно действительно отраслевую оплату труда тоже пересматривать, потому что если мы понимаем, что там в связи с тем, что это финансирование через фонд обязательного медицинского страхования, оно конкретно зависит от услуг. И, предположим, какой-нибудь врач-специалист, офтальмолог, у него может быть не такая большая нагрузка в селе, специалиста, да, узкого специалиста, как, например, в резбольнице, где, соответственно, он получает уже какую-то из-за того, что объем услуг оказанных большой, соответственно, большие финансы, там, возможно, какие-то доплаты. На уровне кожунного звена такая доплата специалисту, к сожалению, из-за того, что нет этого объема заработанных средств, но при этом мы как раз поднимаем вопрос, что Россия большая, и Совет Федерации в этом очень главный закоперщик, что Россия разная. И учитывая, что, предположим, есть регионы, у которых очень серьезные площади, очень сложное дорожное, да, сообщение, и если мы, например, в том же Терехольском Кожуне сократим, потому что там очень многие показатели зависят от численности населения, что, предположим, центральная кожунная больница какому-то кожуне не положена, просто потому что там всего 2200 человек, да. Но мы понимаем, что, и говорят, вот у нас же есть санитарная авиация, которая может решать эти вопросы. Но мы понимаем, что природные условия таковы, что этот вертолет не всегда может вылететь. Не всегда он может обратно вернуться, да, потому что закроются перевалы, и ты можешь остаться. Поэтому все равно вот это звено нам нужно вот сейчас как раз на уровне Комитета по бюджету мы пытаемся проработать, что нужно вот эту сеть больничную содержать в
в таких районах, чтобы стандарт качества оказания помощи был для каждого человека, чтобы он... Не все хотели переехать в КЗЛ, в Сарыксеп или поселок Ахем. Дина Ивановна, получается, что вы достаточно часто бываете в республике и сразу выезжаете в командировки и бываете в самых отдаленных кожунах. Получается, что после каждой вашей командировки, вот недавно вы осматривали дороги, рождаются какие-то предложения как от сенатора, которые войдут туда, куда нужно, то есть уйдут наверх. И в правительстве Российской Федерации заметят эту проблему. И вы будете лоббировать, допустим, проблему вот именно обеспечения медперсоналом. Так? Правильно, но здесь, наверное, надо вот как сказать, что все-таки сенатор это не, назовем так, отдельная единица, которая что-то там лоббирует и так далее. То есть, если не будет очень четкого взаимодействия с правительством Республики Тыва, потому что самый главный, кто решает проблемы, кто берет на себя эту ответственность, это правительство, это его исполнительные органы, Минздрав, Миндортранс, другие. И когда они обращаясь в свои профильные ведомства, потому что все равно есть конкуренция регионов, другие профильные ведомства из других регионов обращаются. Надо успеть. И когда правительство старается, то голос сенаторский, и особенно учитывая авторитет Валентины Ивановны, и то, что у нас на площадке очень часто проходит правительственный час, и каждый министр выступает и отчитывается по своей работе, и он знает, что если он этот вопрос не решит, то потом, когда наступит его время отчитываться в Совете Федерации, возникнет вопрос, вы знаете, а вы 3 раза вот к вам обращались, ни разу нормально не ответили, все время были отписки и так далее. И Валентина Ивановна скажет, извините, вот, товарищ министр, а как так получилось? Что такое? И министры все-таки ответственно подходят к запросам, которые звучат в дополнение к большой проработке правительства региона, Республики Тыва. Поэтому мы с правительством работаем в очень тесном взаимодействии, и я вижу такую хорошую проработку, молодцы, и поэтому и мне легче. А для меня важно, почему поездить и посмотреть, чтобы, когда мы разговариваем с министром, он не мог сказать мне, ну, вы не знаете всей проблематики. А вы знаете. А я говорю, вы знаете, а я ездила и видела, в каком состоянии там сейчас мост, и вы не выделили деньги на аварийно-восстановительные работы, и у нас бедный Мангун-Тайгинский кожун до сих пор вот по временной схеме общается. Это ненормально. И вот когда эта практическая ситуация есть, то министру уже нечего сказать, и, конечно, он старается эти все вопросы решать. Но все равно приоритет, самое главное, чтобы не было понимания, что кто-то подменяет работу исполнительной власти. То есть в довесок, как лобби, как все-таки возможность, чтобы еще один голос был услышан, работает Государственная Дума, Совет Федерации. Но самая важная работа идет на уровне исполнительного органа власти. А у нас, конечно, все равно законотворчество, законодательные инициативы, в том числе для Совета Федерации важные были, назовем так, инициативы. Это блок вопросов, связанные с лесопереработкой. И еще каждый член Совета Федерации, я хочу тоже просто на это обратить внимание, это нигде не записано, ни в каком законодательстве. Но у нас просто эта практика есть. По итогам каждого года работы мы стараемся отчитываться. И у нас все, что ты сделал за год, в любом случае всегда остается и в каком-то таком формате в моей приемной всегда есть, чтобы любой мог познакомиться и посмотреть. И, может быть, если есть еще какое-то законодательное предложение или инициатива, вышел и сказал, что а вот мы считаем, что, я не знаю, что, например, социальная защита инвалидов несовершенна вот в таком-то вопросе. Давайте вместе с вами проработаем вот такой-то вопрос. Всегда готовы. То есть сенаторские голоса, они сильные, особенно когда объединяются, как вы сказали, в хор. Да, когда ты с этой системной проблемой находишь своих, назовем так, соратников в другом регионе с похожими условиями, с похожей проблематикой, и когда это несколько регионов, которые говорят, есть системная проблема, давайте ее решать. Спасибо, Дина Ивановна. Было очень интересно и познавательно. Я думаю, что наши телезрители поняли, что же такое работа сенатора. Дина Ивановна, в начале программы вы сказали, коллеги, я знаю, что вы долгие годы работали на телевидении, более того, мы с вами работали на телевидении. Удается ли смотреть вам новости? Смотрите ли вы наш канал? Я люблю смотреть ваш канал,
потому что, во-первых, у вас есть возможность дистанционно, то есть вот эти региональные врезки, я же не могу приехать все время и Да, смотреть да. их. Во-первых, мне нравится, что вы расширили форматы, у вас сейчас на канале ОРТ есть 2 часа целых, и это такая возможность поднимать, потому что я помню на ГТРК, ну, в последний особенно период моей работы, сократилось до новостного формата, это было сложновато, потому что для региона нужно иметь свой голос в телевизионном в этом формате, и поэтому то, что у вас эти 2 часа, это так здорово. Я вижу по ваших социальных сетях все ваши сюжеты, открытые разговоры. Во-первых, мне очень нравится, что у вас сейчас такая молодая поросль журналистов, которые пытливы, но которым, слава богу, у нас есть вот эта вот преемственность поколений, есть возможность в том числе что-то подсказывать, наверное, старшим коллегам, и которые готовы развиваться. Самое главное, наверное, для журналиста вот эта пытливость и желание докопаться до истины. Оно у вас есть. Успехов ТВ-24 и побольше зрителей. Спасибо, Дина Ивановна. Ждем вас в следующий раз. Это была программа «Интервью дня» на телеканале 24. Сегодня с большим удовольствием я встречала Дину Ивановну Аюн, сенатора Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.